Добрый день, уважаемая аудитория. Меня зовут Лачинов Алексей Николаевич. Я заведующий кафедрой физики и нанотехнологий, доктор физико-математических наук, профессор. Вашему вниманию сегодня предлагается лекция «Тонкие полимерные пленки. Почему это интересно?». Но сначала я задам несколько вопросов. Все ли вы знаете о своем университете? Знаете ли вы, что Башкирский государственный педагогический университет долгое время готовил кадры для военно-промышленного комплекса и был единственным в стране, педагогический университет, который этим занимался? Знаете ли вы, что в университете существует лаборатория Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук электронные наносистемы? Знаете ли вы, что в этом году в университете открыта зеркальная лаборатория Высшей школы экономики? Университет выиграл соответствующий конкурс и оказался единственным среди вузов страны, удостоенный такой возможности. Знаете ли вы, что в аспирантуре УФИЦ-РАН федерального центра большое количество выпускников нашего вуза учится, продолжает образование? Знаете ли вы, что руководителями отдельных направлений и даже организации в Уфимском федеральном исследовательском центре руководят наши выпускники? Но сейчас не об этом, и тема лекции немножко другая. О чем лекция? Прежде всего об удивительных явлениях, непознанных явлениях нанофизики и наноэлектроники, о свойствах тонких пленок полимеров. Нас часто вводят в заблуждение понятие «нано». Нано – производное от слова «карлос», «карлик», «карлос» – это по-гречески, и не имеет отношения к самой размерности. В то же время нанотехнологии – это настолько увлекательно и интересно, что даже в обычных условиях на воздухе мы можем разглядывать атомы на поверхности. Вот здесь, вот, например, изображение поверхности графита. Мы должны, как в любой лекции, сразу определиться с терминами. Нас интересует явление аномально высокой чувствительности тонких пленок полимеров к различным внешним воздействиям. Я подчеркиваю, аномально. При этом под внешними воздействиями мы понимаем такие, как давление, электрические, магнитные поля, температуры и немножко неожиданно запах, вкус вещества и тому подобное. Уникальный, аномальный – эти слова я могу использовать достаточно часто. Вы следите за мной, можете меня поправлять. Но что значит уникальный, аномальный? Мы все знаем, что каждый из нас является уникальной лабораторией. Химика, физика, биолабораторией, в которой то, что происходит, те явления, которые способствуют нашей жизни, они полностью контролируются тонкими пленками и процессами, которые происходят в этих тонких пленках. Вот здесь вот у меня есть такая вот иллюстрация. Аномальными же явлениями остаются до тех пор, пока мы не найдем для них понятного для всех объяснения. Тонкие пленки. А насколько тонкие пленки? Понятие тонкой пленки у каждого может свое. Нет, физики четко всегда определяют, что значит тонкие. Настолько тонкие, чтобы в них стали наблюдаться физические явления, которых нет в объемном материале, в трехмерном материале. Толщины пленок, с которыми мы работаем, составляют от 2 нанометров до 1 микрометра. Много это или мало? 1 нанометр – это 10 в минус 9 степени метра, миллиардная доля метра. 1 микрометр – это в 1000 раз больше. 1/1000 доля метра. Вот посмотрите, пожалуйста, для примера, здесь вот изображен волос. Диаметр человеческого волоса – это 100 микрометров. Сразу становится понятно соотношение вот этих вот размеров. В 1 нанометре, в принципе, укладывается где-то порядка 10 атомных расстояний. А интересны ли кому-либо тонкие пленки полимеров? Давайте обсудим. Прежде всего, начнем с наук о жизни. Это растения, живые организмы. Все они состоят
из различных мембран, границ раздела, тонких пленок. И процессы, которые происходят на этих границах, разделах, на этих пленках, как правило, управляют нашей жизнью, влияют на ее протекание. Поэтому мы можем рассматривать наши тонкие пленки как некие модельные объекты, результаты исследований которых мы можем использовать в том числе и для наук о жизни. Вот здесь вот один из объектов таких показан. Электроника. Ну, электроника здесь это, казалось бы, очевидно, потому что то, что мы изучаем, связано с переносом заряда и управлением переноса заряда. И поэтому создание электронных устройств с элементами, размер которых составляет несколько нанометров, конечно, лежит в тренде развития современной микро- и наноэлектроники. И при этом приборы, работающие на новых явлениях и принципах, в них заинтересованы все. Здесь вот показана пара слайдов о перспективных разработках. Но я еще ничего толком не рассказал. Обратите внимание, я уже упомянул физику, я уже упомянул нанотехнологии, я уже упомянул химию, биологию. То есть получается, что тонкие пленки и то, что происходит в тонких пленках, представляет интерес для большого количества исследователей и направлений науки. А если мы захотим организовать бизнес на тех явлениях, которые мы обнаруживаем, то нам необходимо привлекать и экономистов, финансистов, ну и так далее, новых специалистов. Тонкие пленки – это не простой термин и не просто размер. Это еще и результат взаимодействия двух поверхностей. Это есть ключевой момент. Было такое изречение, автора, к сожалению, я не помню. Объем – это творение Всевышнего. А к поверхности явно приложил руку дьявол. Почему? Да потому что предсказать свойства поверхности часто бывает трудно. И поверхность исследована пока еще не так, как объемные свойства, кристаллические свойства. Поверхность прежде всего является самым большим, самым мощным с энергетической точки зрения дефектом. А тонкая пленка – это две поверхности, которые начинают взаимодействовать между собой, естественно, влияя на тот остаток объема, который есть между этими поверхностями. И у нас возникают новые свойства, те, которых у объема не было. И вот тут-то мы и можем ухватить жар-птицу удачи за хвост, как известный герой из сказки Ершова «Конек-горбунов». Пленочный материал приобретает новые уникальные свойства, которых в природе не было. Наша задача их обнаружить, исследовать, ну и подсказать применение. Какие же объекты в поле нашего зрения, в поле нашего интереса? Это набор полимеров, которые всем широко известны, начиная от полиэтилена, полипропилен, органическое стекло, полиэфиры, синтетические смолы и полиарилен-фталиды. Полиарилен-фталиды – это особый класс полимеров, который был синтезирован в 80-х годах в Уфе и является уникальным объектом. В пленках полимеров мы научились создавать новые физические состояния. И вот эти-то новые физические состояния и определяют новые физические свойства вот привычного для всех объекта. Эти новые свойства позволили нам обнаружить ряд новых явлений. И это не просто ряд. Обратите внимание, вот здесь вот я представил диаграмму, и в каждой клеточке это некое явление, которое было обнаружено нами. Либо нами самими, либо нами совместно с Академией наук, либо совместно с другими центрами научной мысли России и зарубежья. 3 класса явлений. Это электрооптические, электронные явления электронного переключения и наноявления. Из известных до наших работ явлений было только 2. Это электрооптические – это электронное излучение, излучение
которые используются, эффекты, которые сейчас используются в OLED-экранах, и переключение электрическое. Вот эти явления, которые я здесь вот обозначил, здесь мы вправе себя называть первопроходцами. В чем суть заключается? А в том, что прикладывая мельчайшие, но с обыденной точки зрения незаметные воздействия на тоненькую нанометровую пленку полимера, мы можем управлять электронным состоянием этого полимера, изменяя сопротивление от состояния полного изолятора до состояния металла. Это же потрясающе. Мы можем использовать это явление в самых разных направлениях. При этом то, что там возникает металлическое состояние, не в плане того, что это становится металлом. Ковать из него изделие нельзя. С точки зрения проводимости. Проводимость, как у алюминия, как у меди, это уникальные вещи, конечно. И использовать эти явления, ну, или подсказать, как использовать эти явления, это, безусловно, и наша задача, и ваша задача, так как мы рассматриваем вас не просто как наших помощников, но и как в будущем генераторов идей, которые помогут и объяснить эти явления, до конца нами не понятые, но и найти новые применения для этих явлений. Мы уже стараемся использовать эти явления. Ну, например, чувствительность к давлению мы использовали во всевозможных датчиках, очень чувствительных. Несколько грамм на квадратный сантиметр приводит к тому, что у нас изменяется проводимость. Явление влияния магнитного поля. Это в датчиках магнитного поля. Эти датчики используются сейчас везде и в магнитной памяти. Наноявление. Ну, здесь совершенно потрясающее явление, это квантово-размерное явление. Здесь вплоть до обнаружения сверхпроводимости. Обнаружение сверхпроводимости, например, в конце прошлого века явилось поводом для серьезной дискуссии, если не определенного скандала в научной сфере, так как все считали, что это невозможно. Тем не менее, сверхпроводимость существует. И, кстати, вот лаборатория, зеркальная лаборатория, одной из целей как раз и будет исследование сверхпроводящих свойств наших тонких полимерных пленок. То, что мы умеем сделать с нашими тонкими пленками, пока в мире мало кто умеет делать. А наши коллеги из высшей школы экономики, у них есть доступ к сверхнизким температурам, к тем технологиям, которые позволяют в эти квантовые эффекты погрузиться. Сверхнизкие температуры, в данном случае я имею в виду не температуру жидкого гелия 4 градуса Кельвина, а тысячные доли Кельвина, то есть совсем близко к абсолютному нулю. И здесь, конечно, большая роль принадлежит молодым ученым, тем, кто будут развивать либо одно из этих направлений, либо элементы этих направлений. Ну и, например, сейчас есть такое востребованное направление, это так называемый неразрушающий контроль, то есть наша пленка обладает интеллектуальными свойствами. Она не просто знает, на что мы ее нанесли, но она знает состояние материала, на который мы его наносим. Изменилось это состояние или не изменилось это состояние. Уникальная вещь. Ну, вместо благодарности я тут решил пооригинальничать. Хочу закончить лекцию такой банальной фразой. Такие перспективы захватывают дух и раскрепощают воображение, открывая новые пути к безграничному творчеству. Это личное мое мнение, моя формулировка. Надеюсь, вы с ней согласитесь. Спасибо за внимание.